Я представляю «Опору России», я заместитель председателя «Опоры России». И вот наша позиция такая, прямая, конкретно, как помочь малому и среднему бизнесу в нашей республике развиваться, делать дело, платить налоги, создавать рабочие места, чтобы страна богатая была. Вот наше единственное там. И вот с позапрошлого года я в этом новом составе буквально около 2 года, может, да, мы ведем очень активную работу. То есть поднять острые, актуальные вопросы по малому и среднему бизнесу, потому что у нас достаточно назрело очень много проблем, которые годами не решаются, и не видно, что когда-то решится. И в этом году мы планировали не в сентябре, а мы планировали летом еще, то есть по приезду Путина. Но, к сожалению, это мероприятие перенесли, поэтому мы вот собрались сообщество, бизнес-сообщество независимые, там, то есть общественная организация бизнесменов, там, Координационный совет, там, «Опора России», и вот ассоциация предпринимателей, ну, много нас, в общем-то. И решили вот провести первый, мы назвали ее первый, потому что это только первый, будет дальше второй, третий, четвертый, до того, пока диалог, чтобы был властью, то чтобы вопросы ставились конкретно, потому что действительно назрело очень большие проблемы по развитию малого бизнеса. Тем более сейчас в стране кризис, нам работать очень тяжело стало там. Понимаете? Тем более вот сейчас вот прошел второй Восточный экономический форум, там выступил Белоусов, нас Якутию поставили. Самое последнее место, можно сказать. Там. То есть Белоусов сказал, что давление на малый бизнес административно от региональной власти, муниципальных властей и давление на бизнес от естественной монополии 2 раза выше по всей России. Это узнал не только Россия, это весь мир. А кто тогда нам придет, если плохой бизнес-климат, там, инвестор или какой-то иностранный инвестор? Ладно, это крупных компаний, я не считаю, для них проблем нету, как у нас мало бизнеса. Поэтому мы поставили 2 вопроса, небольшие, которые по конкуренции, государство и малый бизнес, там, и потом по тарифам электроэнергия, газ. Потому что у нас 8 месяцев холода. Приходится нам отапливать и использовать электричество, газ. Там. Для нас это очень на нашу рентабельность, нашу продукцию. Как мы можем конкурировать с остальными там? Рынок-то у нас маленький, единственный маленький город, потому что транспортной схемы практически никакой нет у нас. Между собой конкурируют. Еще государство на наш рынок лезет там. Убивает просто-напрочь наш бизнес там. Это никакого учета, статистики нету, сколько вымирает. Они говорят,